8 февраля, понедельник, «Кактус Медиа» в прямом эфире. Меня зовут Илья Супова, я журналист нашего любимого портала. И сегодня мы продолжаем обсуждать поправки в Конституцию, которые становятся уже темой долгого времени для обсуждения. Это происходит с самого начала октябрьских событий. Вот мы подошли к достаточно ключевому моменту, к почти готовому тексту Конституции. Сегодня вместе со мной поправки в Конституцию, а также возможности их обсуждения обсуждает, простите за тавтологию, но по-другому в данном контексте невозможно применить это слово, Нурбек Садыков, это юрист Общественного фонда Института Медиаполиси, который может рассказать нам о важности общественного обсуждения поправок в Конституцию, а также о свободе слова и о правах и свободах человека, которые обязательно закреплены в Конституции. Доброе утро или добрый день уже, Нурбек, такое пограничное состояние. Здравствуйте. Да. В первую очередь я хотела сказать, насколько вы тщательно сами следите за обсуждениями поправок в Конституцию и насколько вам интересна эта тема. Это очень интересная тема. Мы с самого начала рассматриваем проект Конституции, с момента, как он вывешен на сайт 17 ноября 2020 года, да? На сайте Джоур Кенеша. Мы сразу дали свои замечания, предложения Конституционному совещанию, председателю Конституционного совещания, членам Конституционного совещания. Мы направили вот от имени Общественного фонда Института Медиаполиси свои предложения и замечания по проекту. Насколько их приняли? Хорошо или наоборот? К сожалению, да, мы думали, что Конституционное совещание это будет некой такой площадкой, где будет такое общественное обсуждение, что с нами будут работать, что вот как обычно делают общественное обсуждение, там протокола замечаний, матрица разногласий, да, вот такие есть документы при общественном обсуждении, и там учтено, не учтено, какие-то вот будут проводиться работы. Это было? Этого не было, к сожалению, этого не было. Просто был такой игнор, мы только в один адрес, и нам не отвечали. Ну и более того, мы потом все-таки попросили и редакцию, да, которая обсуждается или по которой работает, председателю Конституционного совещания, секретариат Конституционного совещания, это Министерство юстиции. Мы направили запрос о предоставлении вот текста Конституции. Потому что вы по законодательству каждый имеет право ознакомиться с поправками. Да. Но и на это нам не ответили. То есть мы приняли все меры, какие возможны, да, чтобы посмотреть, что же, или обсудить, что же вносится. Но, к сожалению, мы до сегодняшнего дня вот окончательную редакцию мы не получили, и нам все время обещают, и мы, как стало известно из средств массовой информации, проект, подготовленный Конституционным совещанием, он направлен в Джоур Кенеш. Ну, я сделаю свою ремарку, он направлен в Джоур Кенеш, но те же депутаты не получили сами текст, и он официально пока еще не внесен в календарный план работы парламента. Когда он будет рассматривать, мы тоже не знаем, но вот обещают скоро, совсем скоро мы это сделаем. Но давайте тогда вернемся к тому, что есть самое важное, на наш взгляд, и по нашей тематике обсуждения сегодня. Это права и свободы человека, доступ средств массовой информации к тому, чем занимаются госорганы и все связанное с этим. Насколько сейчас отличаются вот по редакциям эти тексты от действующей редакции и предлагаемой редакции? Есть ли какие-то существенные разницы, да? Возможно, какие-то положительные моменты, а возможно и отрицательные. Ну, Диль, очень тяжело говорить вот по проекту Конституции, потому что это на руках у нас как бы неофициальный документ, не окончательной редакции, да, и тот факт, что еще его не обнародовали, говорит о том, что там может быть какие-то изменения, может быть отличаться. При этом хотелось бы также отметить, что
действующая редакция Конституции относительно вот, я не ручаюсь за остальные какие-то отрасли, да, так скажем, права, именно по свободе слова, по стандартам международным. У нас даже из стран Содружества он более близок к международным стандартам и, так скажем, соответствует международным стандартам, вот, Международному пакту о гражданских и политических правах, Всеобщей декларации прав человека. Этому и по регулированию вопроса о доступе к информации и регулированию вопроса о свободе выражения мнений, он наиболее, так скажем, близок к, так скажем, соответствию, да, международным стандартам. В чем прелесть? Что есть у нас, а чего нет у россиян, у Казахстана, у других стран? Это отчасти разные моменты, это и доступ к информации. Есть статья 19 в Международном пакте о гражданских и политических правах. И вот статья 20 действующей редакции Конституции, она четко прям эти нормы прослеживаются у нас в нашей статье 20 Конституции. Как у нас звучит, помните на память? Что права и свободы человека могут быть ограничены только в защиту нравственности населения, значит, национальной безопасности и защиту прав других лиц. То есть вот эти элементы, они четко у нас и так и прописаны. То есть мы знаем, почему и в каких пределах могут быть ограничены права. К примеру, таких моментов у соседних государств, я бы не хотел называть наименование государств, у них это немного по-другому расписано и отличается от текста, который вот в Международном пакте о гражданских и политических правах. Поэтому мы как бы этим гордились. Ну, другой вопрос, конечно, правоприменительная практика. У нас Конституция в этой части, у нас вопросов о соответствии к международным стандартам как таковых нет. Но нас удивила, да, редакция, конечно, 17 ноября 2020 года. Что было там? Что удивило, поразило, возможно, даже восхитило или возмутило? Ну, больше, конечно, негодование, да, у тех лиц, которые понимают право в его смысле. Там очень много было таких, так скажем, двойных пониманий, да, а то и вообще понимания в каких-то моментах. Дело в том, что есть определенные явления в обществе, да, которым разные слои населения, во-первых, по-разному понимают, да, и разные лица по-разному понимают. Поэтому это очень такие моменты были. Ну, одна статья, там, я уже не помню, в какой статье проекта Конституции была норма о том, что можно ограничить права, исходя из традиций народов Кыргызстана. То есть представьте себе, у нас сколько народностей, да, и как можно было привязать традиции к правам человека, да, то есть и традиции же они, если 100 лет назад какая-то традиция у нас была, так скажем, похвальная, а в настоящее время она может быть даже уголовно наказуемая, да, или с порицанием мы относимся. Поэтому разные такие вот моменты были вот в первоначальной редакции Конституции. Конечно, это мы сразу обратили на это внимание, на противоречия. И указали. И указали, и направили. Тогда вопрос следующий возникает. У нас есть еще одна редакция Конституции от 27 января. Опять-таки я напомню, что на самом деле она тоже предварительная.
в конституционном совещании говорите, что она окончательная. И, к сожалению, средства массовой информации, многие политики, даже участники конституционного совещания не имеют окончательного текста на руках. У нас есть один из вариантов текста, и мы как бы ориентируемся на то, что он может быть окончательным. Вот Нурбек знаком с этим текстом. Эта норма исчезла, о которой мы только что говорили? Она, ну, как вам сказать, совсем не исчезла, да, она, так скажем, видоизменилась, приняла другой вид. Но наряду с этой нормой еще другие тоже были поправки. Вот сразу оговорюсь. Но эту норму видоизмененную, да, мы нашли вот в таком контексте, что это, по-моему, статья 10 проекта Конституции от 27 января, которая, вот, так скажем, более свежая. Здесь прописывается, что в целях защиты подрастающего поколения, да, может быть, значит, ограничение прав, и, значит, ограничение прав, если противоречит ограничение мероприятий, запрет проведения мероприятий, если они противоречат морально-нравственным ценностям, да, морально-нравственным ценностям. Чьим? Вот, подрастающего поколения? Непонятно. В целях защиты подрастающего поколения мероприятия могут быть запрещены, вот, проведение мероприятий могут быть запрещены, если они противоречат, прям слово, да, противоречат морально-нравственным ценностям и общественному сознанию народа Кыргызстана. Это же очень, получается, размытый понятие, у которого у каждого свои моральные ценности, у каждого свой уровень, и общественное понятие, и порицание у каждого тоже свое. Как можно вот едино трактовать? Все-таки Конституция — это свод четких правил, правда? Да. Мораль и общественное сознание — это даже философские категории, да, вы знаете. Там, по-моему, я еще со студенческих времен знаю, что общественное сознание, оно с общественным бытием связано, имеет формы, типы. Это такая категория, к которому разные философы по-разному даже относились. Да. И, конечно, такую размытую, нечеткую формулировку в том основном, да, нашем законе принимать именно для ограничения прав человека, то есть мероприятия ограничиваются, исходя, если они противоречат общественному сознанию народа. Что это подразумевается, да? Это же такое очень широкое. То есть под это можно, может трактовать под это можно все что угодно поднести. Это является таким слабым звеном, да? По нашему мнению, здесь очень такой момент, к которому можно будет подвести очень многие моменты. Включая свободу слова. Включая свободу слова. Да. Это, ну и, к примеру, вот мероприятие. Да? Мероприятие — это сейчас мы сидим, это тоже мероприятие. Актеры, которые проводят в театре представления, это тоже мероприятие. Да? Шоу — это тоже мероприятие. То есть, и вот кому дать такую возможность, да, чтобы они определяли, это противоречит общественному сознанию или не противоречит общественному сознанию. Да? То есть это какие-то люди должны нам сказать, да, это должны быть тогда великие философы, да, сказать нам, что это аморально или морально, не противоречит морали, или это не противоречит общественному сознанию, да, то есть это действительно это совершенно невозможно, это такая очень расплывчатая категория. В части, к примеру, выше там в проекте Конституции указано, что цензура запрещается, да, то есть это четкая формулировка. Это четкая формулировка, это очень хорошо. Но это можно, я так понимаю. А потом сразу оговорка идет в следующем пункте, получается, что мероприятия
А это кто-то же должен цензурировать, да, то есть пропускать или не пропускать. Поэтому этот момент очень нам тоже интересен. Я коснулась вопроса свободы слова, и я хотела бы более подробно коснуться на этой теме, потому что нас, как журналистов, средства массовой информации, очень волнует этот вопрос. В первую очередь мы видим ограничения своих прав, возможно, да, то есть о чем-то мы не сможем писать, о чем-то мы говорить, достигать каких-то целей, быть прозрачными, быть достоверными, близкими к народу, рассказывать о всем том, что происходит у нас в государстве. Как там, как в нынешней редакции, вот от последней обстоят дела со свободой слова, и опять-таки, насколько она отличается от действующей редакции? Вот этот момент, да, которым мероприятия, да, которые могут быть ограничены, нам кажется, оно и может распространяться на деятельность журналистов, на деятельность средств массовой информации. При этом хотелось бы также отметить, что доступ к информации еще и заложен для средств массовой информации отдельно. Он прописан как отдельно. Есть статья, я читала в редакции, что прописано, каждый гражданин имеет доступ, право доступа к информации. И плюс это право тоже отдельно закреплено для средств массовой информации. Спасибо, это еще одна норма, она где-то в конце, 65-я статья, по-моему, то, что не могут быть приняты законы, ограничивающие деятельность средств массовой информации. Вот прям то такой, есть, например, закон о цензуре. Закон о манипулировании, да? То есть вот та редакция, то есть, по идее, она не должна быть принята. Ну вот, если буквально мы ее будем понимать, да, то есть в том виде, в котором здесь заложено, конечно, если она так пройдет, если такой текст, это тоже имеет очень важное значение. Но обратно-таки, возвращаясь к этим мероприятиям, которые ограничиваются непонятно как, поэтому здесь рано радоваться. Да? Надо посмотреть, как это будет, если примут понимать в правоприменительной практике, какие последуют нормативные акты, для чего, как. Очень важной формулировкой для общественности стало то, что предлагаемые поправки в Конституцию, которые вносят группу Кенеш, они не будут выставлены на общественное обсуждение. Хотя по законодательству каждый законопроект, вносимый в ЖК, он обязан быть выставлен на общественное обсуждение. Будет только для ознакомления. Это означает, что вы сможете только почитать тексты, свое мнение, корректировку, возможно, какое-то предложение внести вы не сможете. Это является нарушением закона. Почему депутаты, на ваш взгляд, решили поступить таким образом? И почему важно обсуждать поправки? Начнем с того, что важно обсуждать поправки. Это наше право. Это не только оно заложено, так скажем, в законодательстве, в законах, оно заложено в нормах Конституции, в действующей редакции. Дело в том, что согласно действующей редакции мы имеем право, каждый из нас, участвовать в решении вопросов как республиканского значения, так и местного значения. То есть это вопрос республиканского значения, и у нас право есть решать, участвовать в решении вопроса. Дело в том, что Конституция, когда она будет выставлена, так скажем, на референдум, она общим текстом пойдет. То есть это не будет вот такой огромной книжкой, традиционно получим бюллетень, согласно с поправками в Конституцию, да, нет, все. Да, нет. То есть там не будет за отдельную статью или за отдельные... Мы не можем сказать, я за это голосую, а за это нет. То есть мы либо за Конституцию, либо против этой редакции Конституции. То есть может быть, да, у человека половина статей ему нравится, а половина нет. Да? То есть вот этот момент и реализация его права, да, при решении вопроса республиканского значения, она имеет вот в этом контексте. Он
если бы конституционное совещание допустило бы, да, его к общественному, так скажем, обсуждению, тогда бы он попросил бы, да, вот эти учесть, а там учли бы, не учли бы, это уже другой вопрос, да, то есть там большинством, около 100 человек решали вопросы, поэтому... Чтобы человек хотя бы сделал галочку, я принял участие в обсуждении. Да. А этого всего не было сделано. Теперь председатель конституционного совещания несколько раз указывал о том, что Жогорку Кеңеш должен дать возможность для внесения корректировок, да, в подготовленную конституционное совещание. Есть 3 чтения обсуждения Конституции. Да. Но 3 чтения обсуждения Конституции, это вот, знаете, он сам один не пройдет, Конституция, да, когда проводится референдум, он проходит вместе с законом о назначении референдума. И у нас есть специальный закон о референдуме, который описывает процедуру проведения референдума и принятие закона о назначении референдума. И вот в законе о назначении о референдуме четко прописывается: при обсуждении проекта закона о назначении референдума депутаты не имеют права вносить поправки в текст проекта Конституции. Вот это и тот ключевой момент, когда, может, даже если бы сами депутаты что-то хотели бы внести, у них это уже не получается. Официально, если верить словам, да, официально он поступил в Жогорку Кеңеш. Даже у депутатов нет таких, у них исчерпывающий перечень полномочий в Конституции. У них даже вот как, если кто-то будет вносить поправки, каким нормативным актом это принимать, да, то есть да, мы принимаем или отказываем, да, голосуем, то есть у них вот этой даже процедуры нет. Нам кажется, что эта вся процедура должна была быть в рамках вот конституционного совещания. Оно, получается, не выполнило все эти функции, которые на него возлагались. Получается так? Функции, которые были у конституционного совещания, нет у нас, конечно, к сожалению, законодательства о конституционном совещании. Нет ни в Конституции. Пора уже завести. Сколько изменений, да, у нас в Конституции. Но в указе об образовании вот этого конституционного совещания там были прописаны нормы о том, чтобы конституционное совещание вело обсуждение этого вопроса. Конечно, там не было прямо не прописано общественного обсуждения, да? Там были указаны конституционному совещанию работать вот со средствами информации, то есть широко как бы распространять. Но мы, видите, когда мы тоже следили за информацией, выставляемой в средствах массовой информации, там, такие вот общие, да. Все, нет конкретики, вы же крючкотворы, которым вам очень важна формулировка. Да, не было конкретики. Очень многие юристы говорят об этом и хотят конкретики. Да, там было просто, к примеру, поделились на 3 сектора, или там, в последнем этом дали такой посыл, что руководитель администрации президента будет еще и премьер-министром. То есть вот такие прям общие, а как это звучит, или что подготовили эти сектора в конституционном совещании, какой именно документ, какой блок. Это в условиях настоящего времени, да, интернета можно было бы, конечно, каждую работу там просто выставлять и показывать. Это было бы гораздо проще. Да. У меня еще такой вопрос. Как сейчас общественность и активисты, вот к какому относитесь вы? Есть масса группы юристов, которые также занимаются исследованием поправок, их нарушений, недочетов, недоработок. Добиться того, чтобы конституционные поправки вновь можно было обсуждать. Есть ли какие-то законные способы добиться этого? По нашему мнению, общественное обсуждение, оно обязательно должно быть,
потому что это основной закон, который, так скажем, договариваются все стороны. Он касается каждого. Он касается каждого, да, и каждый должен такую иметь возможность. И без соблюдения этой процедуры всегда могут быть вопросы потом о легитимности, о том, что не давали возможность для общественного обсуждения. То есть он будет вызывать определенные споры. Конечно, по-моему, для всех политических сил этого не надо ни потом, да, ни сейчас, ни потом. Поэтому общественное обсуждение, это право и в Конституции, как я указан, да, в законодательстве, это и международные стандарты. Как напомнить о том, что у нас есть это право, мы им хотим воспользоваться? Мы постоянно об этом говорим. Мы думаем, что этот проект у Джооркенеша, один из вариантов, да, может быть, мы тоже как бы ошибаемся, но как один из вариантов Джооркенеш должен инициаторам обратно вернуть. Инициаторы уже обратно вывесят на общественное обсуждение этот проект. Инициаторы — это те же депутаты, они официально. И вот депутаты, инициаторы, вот более 80 депутатов, они должны дать определенное время обществу, и чтобы внесли А можно ли какие-то подать в суд? В административный суд, чтобы высказать, что нам не дали. Может быть, даже в Конституционную палату обратиться. Теоретически это возможно, теоретически, потому что при обсуждении каких-то действий, да, действий, бездействий Джооркенеша, они, конечно, об обязании, это кто-то должен потребовать о том, чтобы направили, выставили на общественное обсуждение. Если это требование осталось без, так скажем, проигнорировано, это у нас есть такой термин бездействие, да, было со стороны Джооркенеша, это тогда, конечно, можно обратиться в административный суд. Если какой-то будет акт уже вынесен, да, там, закон о назначении референдума, да, к примеру, сам закон, он может быть тоже предметом рассмотрения Конституционной палаты, то есть сам закон. А вот эти действия, бездействия Джооркенеша, это, как вы правильно отметили, предметом разбирательства в административном суде. Хорошо, еще такой вопрос. Вы знакомы с текстом 27 января, это опять-таки подчеркну, что это предварительно, у нас нет на руках окончательного текста, у нас, к сожалению, великому, мы бы обязательно опубликовали его. Ориентируемся от того, что у нас есть, что-то все-таки хорошее внесено, то есть гораздо лучше, чем есть сейчас, вот, по поводу прав и свобод человека, в средствах массовой информации, возможно, в других разделах, которые касаются этой тематики. То, что, конечно, когда есть моменты, когда масло масляное, да, то есть вот у нас сейчас в Конституции четко прописано, что каждый имеет право на доступ к информации, да, то есть каждый, это понимается, это и журналист, и не журналист, это средства массовой информации, и не средства массовой информации, то есть вот в таком контексте, да, то есть, в нынешней, вот в том проекте, который сейчас у нас от 27 января, так скажем, там предусмотрено для каждого доступ к информации и доступ к информации для средств массовой информации. Мне кажется, это ограничением как раз таки средства массовой информации. Я не знаю, чем, конечно, руководствовались. Можно было просто остаться на том, что каждый имеет право на доступ к информации. И это было бы понятно, что и средства массовой информации здесь тоже как бы имеет право. Но почему-то отдельно. Я
пока мы не знаем, к чему это приведет, какая цель была этого момента. Еще вот то, о чем я сказал, что не могут быть приняты законы, ограничивающие деятельность средств массовой информации. Но это хорошая поправка, но опять-таки в действующей редакции четко прописано, в каких случаях может ограничиваться, да, то есть. А там этого как раз таки есть, то есть получается, можно было бы и понимать, да, в каких случаях можно ограничить свободу слова. Свобода слова, она не может быть безграничной, мы это должны понимать. И вот этот момент, ну, по крайней мере, да, это очень хорошо к таким проектам, как вот у нас были, да, проекты закона о манипулировании граждан, еще какие-то эти моменты. Но вот тогда вопрос по этим законопроектам, если они обратно будут инициированы, конечно, уже мы будем рассматривать в этом контексте с этой статьей. Поэтому сейчас как бы говорить очень сложно. Да, есть определенные хорошие моменты, но вот опять-таки возвращаясь к тем мероприятиям, которые могут быть ограничены, будем смотреть, как это в правоприменительной практике это все пойдет. Ну, я надеюсь, что вы со своими коллегами продолжать будете исследовать эту очень важную, щепетильную тему, чтобы у вас были удачные находки какие-то, и которые, главное, чтобы они были донесены до тех людей, которые могут на это повлиять и что-то изменить. Спасибо большое. Я напомню, что у нас был в гостях Нурбек Садыков, юрист Общественного фонда Института Медиаполис, и мы говорили о свободах и правах человека, а также доступе СМИ к информации в предлагаемой редакции Конституции от 2021 года. Я напомню, что меня зовут Диля Юсупова, это был эфир «Кактус Медиа». Следите за нами, подписывайтесь на нас во всех наших социальных сетях, заходите на сайт и помните, что «Кактус Медиа» любит вас.